Как на территории Интинского округа реализуется государственная программа «Доступная среда», что входит в систему долговременного ухода, где можно получить технические средства реабилитации. Накануне Международного дня инвалидов в Интинском отделении общественной приемной главы Республики Коми прошла прямая линия по вопросам оказания социальной помощи гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Единственный звонок, поступивший на прямую линию, прозвучал от жительницы Инты, которая решила поблагодарить сотрудников Управления социальной защиты населения и Центральной городской больницы за их отзывчивость и оказанную помощь. Мне бы очень хотелось через ваш офис поблагодарить работников соцзащиты за их помощь. Дуброву Елену Евгеньевну, Наталью Николаевну. Большое им спасибо. Последние 5 лет вообще плохо хожу. И дистанционное оформление всех льгот. И я очень благодарна им за это, потому что добраться мне трудно. И еще хотелось бы через ваш офис поблагодарить работников скорой помощи. Этот год для меня был очень тяжелый. Лежала в больнице в инфекционной. Вы знаете, работники скорой, врачи, инфекционное отделение очень добросовестно относятся, просто героические у нас медицинские работники. Таскали тяжелую бабку. Но хочется всем пожелать здоровья и врачу Валерии Александровне Евромицкой, Осипенко Елене Семьяновне и врачам скорой, и также фельдшерам. Несколько вопросов поступило в общественную приемную главы Коми накануне проведения прямой линии. Все были заданы специалистам. Одна из наболевших тем – очередь к врачам в поликлинике. Попасть на прием к доктору можно только по записи. Срок ожидания составляет от 1 до 3 недель. Инвалид, например, маломобильный, то вообще лучше вызывать на дом врача, то есть приходят в тот же день. И все какие-то проблемы насущные, которые волнуют, доктору все изложить. Ну, с маломобильными, да. А если человек сам хочет обратиться, то, наверное, надо акцентировать внимание, когда человек записывается, что он инвалид. Потому что иногда это просто не звучит, эта фраза. То есть человек хочет записаться, ему говорят, да, хорошо, мы вас там в лист ожидания поставим, и сидят, ждут. Фразу, что я инвалид, и мне надо записаться побыстрее, надо говорить, потому что всегда стараемся, конечно, инвалидов записать. И для прохождения медико-социальной экспертизы, то есть всегда врач пишет, что если ему нужно для МСЭК пройти это все, то, конечно, мы в первую очередь их записываем. Заведующий территориальным центром социального обслуживания населения Татьяна Богданова рассказала о программе поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью утративших способность самообслуживания. Система долговременного ухода – это комплексная социально-медицинская помощь людям с устойчивыми ограничениями жизнедеятельности, которые нуждаются в посторонней помощи. Цель системы – максимально вернуть людей в социум, к привычному образу жизни. Эта система долговременного ухода, она состоит из сервисов. Туда входит мобильная бригада, это работа в труднодоступных населенных пунктах на территории нашего муниципального образования, куда выезжаем мы в полном составе нашей мобильной бригады, при необходимости с медицинскими работниками. Это группы кратковременного пребывания. Сейчас в декабре месяце у нас будет первое занятие этой группы. Мы там набираем, группа у нас состоит из 5 человек. Бабулечки, дедулечки у нас находятся там на протяжении 4 часов. Наши специалисты с ними занимаются. Это и группы по интересам, кружки по интересам, это и какие-то сенсорные истории, это работа психологов, то есть все, что необходимо, там также оказывается. Школа по уходу – это отдельный сервис, он достаточно большой. В этом году мы совместно с Воркутой, с АНО «Арктика» выиграли большой грант, по которому нам привезли в наш центр, привезли технические средства реабилитации, начиная с каких-то фарточков для кормления, памперсов, манекенов, эти кровати специальные, костыли. Наши специалисты обучились по школе по уходу, и сейчас
сейчас мы обучаем граждан, как на дом мы выходим, работаем с гражданами, то есть мы учим их пользоваться этими техническими средствами реабилитации. Также мы обучаем родственников по уходу за такими тяжелобольными, потому что когда человек вдруг резко, что-то случается, он становится лежачим, мало кто сразу умеет одевать памперс, кормить с ложки, использовать специальные приспособления, стульчики для ванны, пересаживать на коляски, делать инъекции, то есть у нас даже есть такие резиновые руки специальные, на которых мы показываем, как правильно делать уколы, под каким углом, то есть что это делается. То есть я считаю, что это достаточно удобно, потому что возникает много вопросов, как это сделать, как не сделать. Тоже такой большой пласт работы. В Интинском округе проживает порядка 3000 людей с ограниченными возможностями здоровья. Одно из приоритетных направлений социальной политики, реализуемой в Приполярье – помощь в решении насущных проблем инвалидов, участие их в общественной, культурной и спортивной жизни. В рамках работы с людьми с ограниченными возможностями работа проводится в 3 направлениях. Первое – это реализация программы «Доступная среда», все о которой мы прекрасно знаем. Это организация культурно-массовых мероприятий, работа клубных формирований именно для людей с ограниченными возможностями, для людей с инвалидностью. И работа по оказанию физкультурно-оздоровительных услуг людям с инвалидностью. Значит, у нас каждое учреждение социального характера, это спорт, культура, образование, имеет паспорт доступности. Большая часть учреждений у нас условно доступны. Не все имеют на сегодняшний день возможность, потому что здания сами были построены еще давным-давно, и пропускная эта проводимая способность, немножечко двери узкие, не во всех учреждениях коляску можно внести. Но сейчас появляется очень много других каких-то технических средств, с помощью которых можно войти в учреждение, даже подняться на 2-й этаж, и это мы все приобретаем. В ближайшее время все учреждения культуры и спортивная школа «Юность» получат инвалидные коляски. Средства передвижения для людей, не имеющих возможности полноценно двигаться, приобретены за счет спонсорской помощи и уже скоро будут доставлены в ИНТУ. Каждый год мы приобретаем в рамках реализации программы «Доступная среда» какие-то средства. Если назвать, последние годы, может быть, в Доме культуры было приобретено оборудование для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием. В Васильке в 2020 году мы сделали очень много, телескопические пандусы установили, плитки, мнемосхемы и другие средства, которые бы позволили лучше деткам находиться в этом садике. В 2021-2022 году везде поставили кнопку вызова, то есть не во всех учреждениях у нас была кнопка вызова, то есть человек может, если ему сложно зайти, он может позвонить, и спокойно ему коллектив выходит, люди есть ответственные, и обязательно его проведут в учреждение. Во всех учреждениях приказами назначены ответственные лица за работу с людьми с ограниченными возможностями. Несмотря на свои недуги, многие люди с ограниченными возможностями здоровья ведут активный образ жизни. Они занимаются декоративно-прикладным творчеством, физкультурой и спортом, участвуют в соревнованиях и завоевывают медали.